Всем привет гостям и подписчикам моего канала. Ребят, сегодня будет первое ТО лодочного мотора Mikazu 9.8. Вот смотрите. Раньше я вам показывал, как я обкатывал мотор. Это все фильмы в одном плейлисте. Я собрал в один плейлист, и можете посмотреть, как все это было. Обзор этого лодочного мотора. Первый запуск на воду, первый раз, как я заводил, как я все это обкатывал. И сегодня я буду менять масло в редукторе. Подтяну все гайки, все узлы проверю. Также свечу можно проверить, там открутить, посмотреть. И где что надо смажем. В общем, первое то. Масло буду менять в редукторе SAE 75 V90 от фирмы Hidea. Другого масла в продаже я не нашел. Это купил. В принципе одинаковое. Самое главное, это полусинтетическое масло. Вот сейчас я поближе вам покажу сам мотор. Давайте с винта начнем. За 10 часов езды у меня небольшой покраска чуть-чуть ушла, и все. Да, в первом фильме, когда я делал обзор, ребят, я не показал вот здесь гайку, и вон зашплинтована она. Первым делом тоже посмотрите, я забыл, но всякое может быть. Вдруг забыли там шплинт поставить или еще. Проверьте перед первым запуском. Вот. Ну что еще тут? Немножко вот тут краска отошла. И в остальном ничего такого я не увидел. Здесь вот заводская смазка, смотрите сколько. Вот тут. Где было смазано, смазки до хрена везде кругом. Когда я закручиваю вот это, чтобы не забыть, вон с той стороны тоже надо смазать, как будто вот там суховато. И вот, как будто вот не хватает смазки тут. Левый более-менее, правый более-менее лучше. Левый чуть-чуть вот здесь надо смазать. Вот. Все, визуально с наружной стороны, ребят, тут смотреть даже и нечего. Все хорошо. Все просто отлично. Могу с другой стороны еще вам показать. Вот. Вот тут смотрите, сколько лишней смазки вон. Вот отсюда она лучше. Вот сюда смазать. Вот. Самое то будет. Там просто вылезла смазка. Это лишнее. И здесь смажем. Так, ребят, вроде нигде ничего не потекло. Все везде сухо. Что со стороны карбюратора, во-первых, все сухо. Со стороны, как сказать, вот этого, я не знаю, что за запчасть такой. Тут, в принципе, все нормально. Нигде ничего не течет. Это очень даже радует. Тут немножко может что-то может это подтянуть. Это насос. Это 100% насос идет. Бензонасос.
Надо, наверное, чуть-чуть закрутить. В остальном, ребят, все хорошо. Сейчас свечи проверю, чтобы не перепутать, что как стоит. Это нижняя, это верхняя. Колпаки я имею в виду. Везде все, вот смотрите, маркировано. Вот так. Гайки, болты. Ничего пока не люфтит. Здесь вал тоже ничего не люфтит, хотя удары были уже по винту. Но такого серьезного похода еще у меня не было, чтобы вот где-то что-то залюфтило. Но все равно, если что-то неладное с мотором, это первые часы сразу покажет. Вот. Ну тут, в принципе, и подтягивать что? Подтягивать надо вот эти болты, которые держит двигатель. Здесь тоже редуктор подтянуть. Вот эти болты. Дальше все подряд, одним словом. Здесь головка от цилиндра тоже подтянуть. Крестообразно все надо. И вроде бы все. Так, ладно, сейчас я откручу свечи, нагар. Просто мне интересно посмотреть. На богатой смеси работала. И нагар, возможно, даже и большой. Свечной ключ идет в комплекте. Что? Одним словом, ребят, ничего не надо чистить. Чуть-чуть богатит, но, как и говорил, это нормально на обкатке, на средних оборотах. А когда газку дашь, свеча нагревается очень хорошо. Но это уже покатаемся другой раз. Сейчас просто на реке у нас воды нету, чтобы разогнаться и на полных оборотах ходить. Самое главное, хорошо обкатать. Что мы сделали? Обкатка прошла успешно. Колпачки на место ставим. Ну и сейчас я буду затягивать все винтики, болтики. Потом поменяю масло. В принципе, все хорошо затянуто. Нормально. 6 болтов, у ветерка 8. Но все равно подтяну. Чуть-чуть все равно идет немножко. Вот так. Так. Так, получается. Угу. Крестообразно, не знаю, как головка по-особенному как-то закручивают. Так. Чуть-чуть идет. Подтягивается. Так. Это. Ну, одним словом, вы видите, чем я занят. Короче, пройдусь по всем болтам, так подтяну. Каждый винтик, болтик, имею в виду, почти на полоборота закручивается.
что нижние там тоже немножко пришлось закрутить. Ну и, наверное, все. Везде прошелся. Так, дальше. Вот это надо еще пройти. Вон тоже, вон, смотрите как. Все немножко ослаблено, все. Так что имейте в виду, ребят, подтягивайте, потому что если не вовремя затянуть, ну, может там прокладку пробить и подсос будет. Здесь клапана, клапанная крышка тут, если не ошибаюсь. Да, впрочем, вот это хорошо затянуто. Вот это чуть-чуть сдвинулся. К этому вообще без снятия карбюратора не подобраться. Там еще внизу, это чтобы там затянуть, надо открутить карбюратор полностью, потом затянуть. Но пока это трогать не стану. Так, и в принципе, ребят, все. Самое главное вот здесь цилиндр, крышку цилиндра, головка и клапанная крышка. Обычно пробивает тут и начинает там шифонить, короче, стреляет, даже бывает. Вот. Ну туда не подобраться, честно слово. Бесполезно. Да и затянуто вроде хорошо. Так, ну, примерно показал, ребят, как все это делается. Самостоятельно можно проводить ТО. Все болты подтянул. Сейчас, ребят, откручу вот этот винт один и второй вот еще. Это заливной, это сливной. Из редуктора поменяем масло. А вот здесь вот что за винт, там пустота, я не знаю для чего, если честно. У Судзуки, у ветерка только один заливной винт и все. Ну, шприцевать ничего нигде не надо. Все смазано. Вот. Остальном пока все. А, вот еще вот это надо попробовать. И как? Тоже. Нормально. Все хорошо. Не так просто открутить. Ага. Пошла, родимая. Сверху тоже откручу. Так. Надеюсь, видно, какое масло пойдет. Второй винтик. Винт еще откручу. Опа. Пала шляпа. Цвет такой интересный. Особенный какой-то. Цвет такой зеленоватый. Нормально. Металлической стружки я тоже не увидел. Таких крупных, я имею в виду. На обзоре я рассказывал, что у Судзуки 6 вот это так называемая панель, он не ходит, он на одном месте стоит. Как бы газуешь, карбюратор там так двигается, а здесь все вместе, как бы в сборе, вот смотрите, двигается. И я вот смотрю, и там тоже пластиковая какая-то вот вставка. И думаю, не будет хуже, если там смазать чем-то. Пускай. Ну, там, в принципе, смазано. Заводская смазка есть, но время от времени там лучше, думаю, надо смазывать тоже. Раз в год хотя бы.
Вот. Там. Да, только в одном месте возможно еще. Вот, масло идет потихоньку. Вот я смотрю сейчас на мотор. В общем, ну, вроде все нормально. Ну, вот здесь вот, что мне не по себе, это вот тут резина, амортизация резина. Как бы там, если пружины стояли, наверное, думаю, долговечнее, чем резина. Резина рано или поздно износится, и со временем все равно придется вот такие узлы менять, вот эти резины, прокладки. Вот, ну, думаю, вот надо переделать на какие-нибудь пружины хорошие. И на ветерках пружины вроде стоят. Но здесь совсем по-другому. Я первый раз на Судзуку, наверное, я не замечал, чтобы там резины стояли. А может, ошибаюсь. А в остальном, чтобы вот придраться, как бы я владелец уже не одного мотора лодочного. И я не скажу, что можно к чему-то тут придраться. Все нормально, все обычный мотор. Едет и едет. Самое главное, чтобы работало. А там видно будет годик, второй покатаемся, и я вам буду рассказывать, показывать более подробно, где что, какие слабинки. Давайте посмотрим, что за масло тут. Опа. Здесь пленки нету. Масло чистое. Канистра полная. И очень чистое масло. Вот такого цвета. Ну и буду заливать. Прямо туда. Сейчас пускай пойдет и старое масло выгонит оттуда. Видели? Новое масло выгоняет старое. И сейчас уже закрою, закрою и буду полностью заполнять редуктор. Ребят, вот и я замучился заливать масло. Но ни в какую, вот этот заливной отверстие ни в какую не идет масло. Пришлось сделать вот такой переходник. И залил масло отсюда. Попробую снизу там, как сказать, накачать. А сверху вниз вообще масло не идет. Вообще. Пипец. Первый мотор такой у меня, чтобы так тяжело заливать масло было. Ладно, сейчас откручу этот винтик и зальем, попробую. Ну все, залил наконец-то я масло. Сперва ничего не получалось, но все-таки в этот мотор снизу надо заливать, сверху невозможно. Бесполезно даже и пытаться. Ну и на этом, ребят, будем заканчивать.
Вот такое небольшое ТО. Подтянул все болты, гайки. Поменял масло в редукторе. Ну и в принципе дальше будем кататься по нашим рекам. А вам только остается ждать, когда выйдет очередной фильм с этим новым мотором Никатсу 9.8. Ладно, давайте. Все. Всем пока и будьте здоровы, не болейте. Ждите новые фильмы с мотором Никатсу.